Всем привет-привет! С вами снова канал Life. И сегодня мы будем обсуждать топ-5 самых опасных гадов в Калининградской области. Чаще всего мы обсуждаем прелести Калининградской области. Как сюда приехать, всякие хорошие туристические места, места для жизни. Но мы никогда не говорим об опасностях. А почему бы нам не обсудить эти опасности? Вот, например, в Калининградской области вводятся такие животные, как косуля европейская, заяц-русак, куропатка, белка, лисица, енотовидная собака, рябчик, благородный олень, лось, кабан, волк, тетерев, пятнистый олень и рысь. Но все они не опасны для человека. Вы знаете, даже видели лисиц около заправки и около разных кафешек на Курской косе. И ничего страшного в них совершенно нет, как и во всех этих других животных. Но есть очень опасные животные, которые тоже водятся в Калининградской области. Это насекомые и змеи. Приступим к нашему рейтингу. На 5-м месте у нас паук. Единственный в нашем регионе ядовитый и живущий в воде. Он называется серебрянка. Вы его видите на снимке вместе со статьей. И автор снимка утверждает, что насекомое было размером с ладонь. Если вас укусит серебрянка, то это вызовет у вас покраснение, припухлость и жжение. То есть в любом случае идет нехороший процесс в организме. Но серебрянка потому и на 5-м месте, что ее укус вызывает только покраснение и жжение. Есть экземпляры и похуже, например, гадюки. В Калининградской области есть единственный вид ядовитых змей. Это гадюка обыкновенная. И часто, к сожалению, жители области путают ее с ужом. Иногда они думают, что уж может скреститься с гадюкой, что является совершенной неправдой. Иногда для провокации атаки со стороны змеи бывает достаточно одного присутствия человека или животного, и змея на вас нападет. Именно поэтому на сайте правительства Калининградской области, Гвардейского городского округа, других округов есть предупреждение о ядовитых змеях. Симптомы укуса гадюки: головокружение, головная боль, тахикардия, снижение температуры тела и жар по мере нарастания симптомов отравления, бледность, слабость, сонливость, спутанность сознания или обморок, тошнота, потливость, одышка, развитие почечной недостаточности и многие другие. Человек может даже погибнуть. Расскажу немного о случаях укусов гадюки. Вот смотрите, в поселке Фрунзенское Правдинского района ядовитая змея укусила третьеклассника. Местные жители жалуются на нашествие пресмыкающихся, и их там очень много. 9-летний мальчик гостил у бабушки в поселке Фрунзенское, и он гулял по центральной улице, а потом случайно наступил на лежащую на дороге змею. Он почувствовал резкую боль в правой ноге и только заметил уползающий в траву черный хвост. Тут же нога начала отекать. Он прибежал домой, бабушка обработала рану и вызвала скорую помощь. Мальчика мгновенно госпитализировали, но все-таки он сутки провел в реанимации. Между прочим, медики сказали, что мальчик отделался довольно легко. Вот что рассказывают жители этого поселка. Они чуть ли не в дом лезут. Недавно гадюка кинулась на женщину, укусила ее за штаны. Детей страшно выпускать на улицу, сообщают жители этого поселка. Педагог поселковой школы рассказывает, что змея как-то укусила заведующую местным детским садом. У женщины почернела нога, и ее еле спасли. Также в статьях явно рассказано, что невозможно найти отраву от гадюк. Ее просто не существует. Люди рассказывают, что гадюки любят захламленные места, где можно спрятаться. Кучи мусора, высокую траву, компостные ямы, свалки, сеновалы, щели в стенах и фундаментах домов и так далее. И в последние годы у нас в Калининградской области теплые зимы, жаркое лето. Поэтому это является благоприятным условием для размножения змей. Следующая статья рассказывает, что ядовитые змеи укусили пенсионерку и ребенка в школьном лагере. И это не единственный случай, их очень-очень много. Вот здесь, например, 11-летнему мальчику вызывали бригаду медиков, и в итоге ребенок попал в больницу с отравлением. И в этот же день в Черняховске 77-летняя местная жительница пожаловалась на плохое самочувствие после укуса ядовитой змеи.
И, естественно, ее поместили в больницу. В марте змея укусила мужчину на улице Грибной в Калининграде. И недавно медики спасали садовода, который работал на своей даче в железнодорожном и был внезапно укушен заползшей на участок змеей. Также змея нападала и на фотографа медиагруппы «Западная пресса». Вот еще случай. Змея укусила мальчика, который увлекается биологией. Его зовут Максим. И он думал, что, любознательно, хотел рассмотреть ужика, а это оказалась гадюка, и она вцепилась ему прямо в кисть. Максима увезли в реанимацию, делали переливание крови, назначили интенсивную терапию, уколы и капельницы. Вот так-то. Про змей я вам рассказала очень много. А теперь мы перейдем на наше третье место. И на третьем месте гусеницы соснового шелкопряда. Настоящий бич Калининградской области, а особенно Куршской косы. Между прочим, на Куршской косе на каждом шагу висит объявление о том, что если вы встретите череду или как дорожку из опасных гусениц, то нужно бежать от них подальше. Между прочим, до 2013 года шелкопрядов здесь не было. Они сюда мигрировали. Встреча с такими гусеницами очень опасна для людей, особенно склонных к аллергии, потому что у них есть некоторые маленькие волоски, покрывающие тела. И эти волоски распространяются и в воздух, и попадают на кожу, и на лицо, и вызывают сильнейшую аллергическую реакцию. Были случаи, когда люди полностью опухали, и даже были смертельные случаи. Чаще всего походный шелкопряд обитает в молодых сосновых лесах, ближе к пескам. Вот поэтому особенно он водится на Куршской косе. Там есть и то, и другое. Особенно высота Эфа. Это такой хороший туристический маршрут. Вот как раз-таки там, около поселка Морское, и около высоты Эфа, и около полевого стационара Фрингилла есть очень много вот этого соснового шелкопряда. Миграция опасных гусениц начинается в июне. Сначала они двигаются по сосновым ветвям, затем спускаются на землю и выстраиваются в длинные цепочки. После этого они отправляются в странствие через лес, тропинки и асфальт. И, естественно, они находят место с оголенным песком и зарываются в него, а потом окукливаются. И только в сентябре оттуда выходят бабочки. Поэтому вы можете найти шелкопряда прямо в песке и, естественно, попасть туда рукой. И неизбежны последствия. Надеюсь, вам понравился рассказ про шелкопряда, а мы перейдем ко второму нашему месту в рейтинге. Это осы, жители области в панике. Потому что невозможно в августе, в сентябре выйти на пляж. Едва вы разложите еду на пляже, чтобы просто перекусить на пикнике, вас окружат осы-мясоеды. Они будут впиваться во все, что у вас лежит на вашем замечательном покрывалке. И, естественно, такая оса может укусить и вас. Почему? Потому что вы начнете размахивать руками, отгонять этих ос, и они хотят есть вашу еду, но если вы начнете быть агрессивными, они вас укусят. Жало вопьется, и, естественно, неизбежная реакция. Одна из самых негативных реакций организма. У многих вызывает токсический шок. Осы – это настоящий бич Калининградской области, потому что они просто здесь везде. В садах, в огородах, в городе. Ты не можешь сидеть в кафе, потому что тебя окружают осы-мясоеды. И они пытаются съесть твою еду. Также они любят и фрукты, не только мясо, колбасу и шашлык. Они нападают и на арбузы, и на яблоки. Я сама лично, когда была на пляже, у нас были с собой яблоки. Нам пришлось кидать яблоко подальше от себя, надкусанное, чтобы осы окружили это яблоко, вот так же, как сейчас на фотографии. И ели бы его, а к нам бы не приставали. И что вы думаете? Да, часть ос сбежалась на это яблоко, но часть ос все равно переметнулась и на нашу еду. Это было ужасно, я вам так скажу. И невозможно было поесть ни в уличном кафе, нигде, потому что везде эти осы. И первое наше место – это, конечно же, клещи. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом, распространение клещей в Калининградской области чуть ли не на первом месте.
Здесь действительно очень много клещей. А все почему? Потому что очень теплые зимы, холода практически нет, клещи не вымерзают. Клещи здесь распространяются везде, потому что им приятно, им комфортно, нет такой вот прям сжигающей жары, но и нет холодной зимы. Естественно, они распространяются везде. Школьные полянки, парки, дворы – это все населено клещами. Именно поэтому правительство, там все наши городские власти распоряжаются, чтобы каждый год обрабатывали все полянки, ну, городские парки и все территории от клещей. Но если вы пойдете в лес, вы все равно подцепите клеща. Лично я цепляла клеща, и он меня кусал за ногу. Каждый год жители Калининградской области, особенно дети, страдают от клещевых укусов и, естественно, болезней, связанных с тем, что переносят клещи. Это клещевой энцефалит, это боррелиоз и многие другие болезни. Жителям кажется, что власти предпринимают недостаточно усилий, чтобы просто взять и уничтожить всех клещей. Но это неправда, потому что я лично вижу каждый год обработку. Самое главное – это не ходить по необработанным местам. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в минувшем году составил 0,79 на 100 тысяч населения, что в целом гораздо выше, потому что в России в целом это 0,67 на 100 тысяч. То есть представьте, насколько в Калининграде эта цифра выше. И, естественно, за год идут высокие уровни заболеваемости. Поэтому я вам так скажу, что это на первом месте, потому что это очень опасное заболевание, и клещ, конечно же, на первом месте. Тем более, что и укусов чаще всего больше, чем других, тех, кого мы назвали, да, насекомых и змей, и все-таки он опаснее всех. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравился мой топ-5 гадов Калининградской области. Пишите свое мнение. Пока-пока, до новых встреч.